Закон об особом правовом статусе Гагаузии, принятый в 1994 году парламентом Республики Молдова, один из молдавских политиков назвал экзаменом на зрелость для Республики Молдова в реализации демократических ценностей и стандартов. Закон, как и написано в нем, был принят, цитирую, в целях удовлетворения национальных потребностей и сохранения самобытности гагаузов, их наиболее полного и всестороннего развития, обогащения языка и национальной культуры, обеспечения политической и экономической самостоятельности. Однако многие гагаузские политики и представители общественности считают, что гагаузы, за что боролись, получили лишь на бумаге. Статус автономии, по их словам, не соответствует той экономической и политической самостоятельности, которая предусмотрена законом. Гагаузская автономия 20 лет спустя. Эту тему будем обсуждать сегодня в нашей студии передачи Freedom Live на информационном портале Гагаuz Media. Гости студии сегодня Леонид Добров, общественный деятель. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Кюркчо, экс-начальник управления экономики Гагаузии, извините. Здравствуйте. Михаил Сиркеле, директор неправительственной организации «Пилигрим Дема». Приветствую вас. И Александр Тарнавский, заместитель председателя Народного собрания Гагаузии. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Ну и я очень рассчитываю на то, что мы сегодня с вами будем на такую, как мне кажется, важную тему. А всегда важно подводить какие-то итоги, всегда важно обсуждать в гагаузском обществе. Очень бурно обсуждается то, что наши полномочия урезаны. Закон об особом правовом статусе Гагаузии не дал возможности автономии развиться. Есть разные мнения, но в том числе есть и такое. Давайте сегодня поговорим обо всех сферах жизни автономии за эти 20 лет. Вот я хотела бы начать наше обсуждение с такого вопроса. Смогли ли мы воспользоваться статусом автономии в отношении языка? И хочу предложить рассмотреть такой факт, что если мы в автономии русский язык знаем лучше, чем гагаузский, говорит ли это о том, что у нас еще нет национального самосознания? И за эти 20 лет не получилось выработать какие-то положительные моменты в этом вопросе? Как вы думаете, Леонид Федорович? Нет, это не говорит. То, что было 25 лет назад по сравнению, что сейчас в плане изучения в школах родного языка, культуры, традиций, обычаев для детей школьного возраста, разница очень большая, на целый порядок большая разница. Тогда об этом говорили несколько художников, деятелей культуры, о чем сейчас учат детей практически в каждом классе. То есть разница очень большая. Другое дело, что мы взрослые люди, которые стояли у истоков, нам хотелось бы больше. Нам всегда хочется больше, мы всегда оптимисты, всегда радикалы. Хочется, чтобы не только в селах разговаривали молодежь на родном языке, но и что в городах тоже говорили. Хотелось бы, чтобы в стенах исполкома Народного собрания почаще звучала родная речь. Хотелось бы. Но реальность другая, к сожалению. С этим мы пытаемся бороться, сиронизировать в некоторых наших действиях, но пока имеем то, что имеем. Александр Григорьевич, сразу же вопрос. В стенах Народного собрания исполкома Гагаузии редко слышим гагаузскую речь. Почему? Есть какие-то объяснения этому? Я как раз хотел продолжить мысль Леонида Федоровича. У нас в официальном делопроизводстве вообще практически не используется гагаузский язык, а только русский. И, наверное, очень мало носителей гагаузского языка, в том числе среди депутатов и членов исполнительного комитета Гагаузии. Я имею в виду носителей в качественном плане языка, чтобы можно было действительно говорить красиво, мелодично на этом языке. Но я почему исток вижу этой проблемы в том, что гагаузский язык находится в определенной резервации, в том плане, что у молодежи, которая его изучает, или дети, которые его будут изучать, родители не видят будущего для того, чтобы ребенок продолжал свое становление на гагаузском языке, потому что основные направления трудоустройства Кишинев, Россия, Европа, и они не востребован гагаузский язык, поэтому, наверное, вот это объективный фактор, который мешает тому развитию гагаузского языка, о котором говорил Леонид Федорович, то есть полновесным. Михаил, скажите, среда общения в автономии за вот эти 20 лет укрепилась больше какая? Ну, среда общения русский язык доминирует, он начал вытеснять
гагаузский язык как язык основного общения с того момента, как стало доступно образование на этой территории, оно стало доступно только на русском языке. Это еще один из одних факторов, да, который мы никак, к сожалению, не сможем переломить. Я соглашусь с господином депутатом Иваном Тарнавским о том, что язык – это прежде всего средство доступа к ресурсам. И любой человек, когда изучает этот язык, он изучает язык для чего-то. Помимо того, что есть родной язык или язык его общения, на котором он говорит, он еще изучает дополнительные языки для того, чтобы иметь доступ к средствам и ресурсам. И один из факторов, еще один из факторов – это, безусловно, отсутствие образования. И с моей точки зрения, в Гагаузии не прикладывается достаточно усилий для того, чтобы этот язык сделать как минимум языком делопроизводства. Сегодня элементарно есть институты в Гагаузии. С моей точки зрения, институционально не были предприняты важные шаги. Прежде всего, там, создать терминологическую комиссию. Второе, укрепить этот... Сегодня реально терминологии утвержденной нет. Есть страны из бывшего Советского Союза, допустим, как Эстония, где я когда был там, я спрашивал, как вы занимаетесь языком, развитием. Они говорят, наш язык тоже не был развит, он до сих пор не развит. Но есть при президенте комиссия терминологическая, которая президент каждый год объявляет конкурс на, скажем так, изобретение новых терминов, которые появляются в жизни. Любой язык является живым механизмом, появляются новые термины, которые необходимо вводить в обиход и которые необходимо утверждать. В Гагаузии, несмотря на то, что язык не был развит с самого начала, да, с момента создания гагаузской автономии, этой терминологической комиссии до сих пор не было сделано, институциональных моментов нету, желания нету, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Виталий Иванович, у меня вопрос к вам. Вы долго работали, более 8 лет или 8 лет вы работали в исполнительном комитете Гагаузии. Михаил говорил о том, что дело производства ведется на русском языке. А возможно вообще, чтобы дело производства было переведено на гагаузский язык? Ну, если да, то почему это не сделано было? Думаю, что такая возможность, она, конечно, присутствует. Я вспоминаю инициативу Михаила Макаровича Формузау по проведению заседания исполнительного комитета на гагаузском языке, на молдавском языке или на государственном. И мне довелось на одном из первых исполкомов, который проходил на гагаузском языке, докладывать вопрос об социально-экономическом развитии Гагаузии на гагаузском языке. Была подготовлена справка, было подготовлено постановление соответствующего исполнительного комитета. То есть это говорит о том, что все возможно. Конечно, здесь сложность есть, согласен с терминологией. В силу того, что язык не развивался долгий период, появление алфавита, буквально, если так посмотреть, мы вернули обучение наших детей в школах гагаузскому языку только в 86-87 годы. Это вот новое время. Поэтому переход дальше на латиницу – это тоже новый поворот. То есть оправдано такое состояние языка? Поэтому на сегодня я считаю, что, конечно, не на должном уровне гагаузский язык находит себе применение. Более того, он не только находится на территории Гагаузии, но мы забыли еще о тех селах, где проживают гагаузы, и эти села, к сожалению, не входят в Гагаузию. Те же Бурлачены, тот же Карабибер, та же Софиевка. То есть, к сожалению, Гагаузия как альма-матер, то есть где именно гагаузский язык должен получить развитие, он мало того, что не развился внутри, он еще не стал таким элементом развития гагаузского языка. Когда вы говорите, еще не стал. местах проживания, да, потому что, к сожалению... Он имеет шансы стать? Он имеет шансы стать. Для этого должна быть соединение усилий вновь созданного научного центра, который должен заниматься глубокими исследованиями и изданием все-таки литературы технической, которая дает терминологическую составляющую. При этом же центре, насколько я знаю, вроде бы намеревались создать терминологический центр, куда любой гражданин мог бы обратиться и получить правильность того или иного термина. И, конечно, в этом случае управление образованием и управление культурой, потому что здесь надо соединять воедино разные структуры, потому что каждая из этих структур должна вносить свой вклад в... Виталий Иванович, вот вы меня простите, но мне кажется, что все это какие-то теоретические вещи, которые, да, можно, наверное, все то, о чем вы говорите, это возможно. Но ведь, смотрите, если длина пути 20 лет,
А состояние языка, вот мы по-прежнему говорим, нет терминологических словарей, с этим вы правы, нельзя не согласиться. Смотрите, Нет атмосферы, нет пример. среды Простой пример. гагаузского. В 2012 году, вообще 2008 года родилась концепция Атласа Гагаузии. В 2012 я уже вплотную приступил. Он подготовлен на 4 языках. Здесь желание и воля авторского коллектива, который наработал, в том числе очень большие споры были по применению тех или иных слов, потому что у нас присутствовал в качестве переводчиков Петр Чеботарь и Василий Малчев, один представитель камрадско-чедолунского диалекта гагаузского языка, а господин Малчев представитель вулканежского диалекта гагаузского языка. Споры — Госпожа это Покровская этому дала четкую научную концепцию. Но при этом в ходе спора и работы над атласом родилась необходимость выработки новых правил орфографии, что и было сделано научным центром. То есть одно вызвало необходимость утверждения другого. То есть, не бросившись в воду, не научишься плавать. Очень правильно. То есть, если 8 лет назад к власти пришел Фурмзал, который буквально шикарно разговаривает на гагаузском языке, потом научился, сначала стеснялся, и исполкоме практически все разговаривали неплохо на гагаузском языке, в отличие от нынешнего состава исполкома, где 50% не владеет. И у Фурмзала была отличная, уникальная возможность, проявив силу воли, о котором вы только что сказали, силу власти, хотя бы начать общаться между собой на родном языке, начать общаться везде. И когда внизу директора школ, учителя увидели бы, что на этажах исполкома Башкан со всеми, и все разговаривают, общаются между собой на родном языке, не надо дело производства сейчас вводить, это утопия, не получится сделать. Но общение первых лиц обязательно через 8 лет приведет к тому, что все начнут хотя бы общаться. И Израиль, пример Израиля. С нуля язык идиш и иврит были уничтожены за 2000 лет до нуля. В результате появилась воля первых лиц, и за 50-60 лет язык стал государственным и рабочим, главное. Пожалуйста. Мы в 2011 году, наша организация провела такой небольшой, маленький анализ ситуации. И мы выявили 3 проблемы. Первое, нету законодательной гарантии защиты гагаузскому языку. Как сказал господин Тарнавский, у нас гагаузский язык является официальным, но нигде нет обязательства использовать его в качестве рабочего языка. Такого обязательства нет. Есть 3 официальных, молдавский, русский, гагаузский, но орган власти может выбирать один из языков, использовать в качестве рабочего. И там нет обязательств переводить абсолютно все документы на гагаузский язык. Название, таблички, другое дело, но не документ. Второй момент. Нету политической воли, мы это тоже увидели, то есть нет желания, об этом сказал господин Добров. Третье, нету желания населения изучать. Мы подняли такую проблему, как часть языковой проблемы. Это имена собственные, в смысле имена людей, которых мы носим. То есть у нас есть закон о языках, о функционировании языков на территории Гагаузии, который требует, чтобы паспортный стол вписывал в документы, удостоверяющие личность, имена гагаузов на гагаузском языке с использованием правил, грамматических правил гагаузского языка. Технически мы пытались проанализировать этот момент. Его сегодня практически тоже невозможно сделать, потому что ты приходишь в паспортный стол, и в паспортном столе тебя спросят: хорошо, докажи мне, что твоя фамилия на гагаузском языке пишется именно так, с использованием диакритических символов, как ты мне говоришь. Человек куда должен пойти? Человек должен пойти в какой-то специализированный орган, который даст ему эту справку. У нас нет этого органа. У нас этого органа нет. И более того, мы увидели проблему, что люди не хотят. Для людей важнее, чтобы в удостоверении личности сохранилось отчество, которое пришло с русского языка, но не оригинальное написание фамилии на гагаузском языке. Понимаете, вот эта проблема тоже существует. То есть для них важнее сохранить написание ее фамилии и имени на русском языке и с отчеством, чем чтобы она была написана на гагаузском языке с использованием диакритических символов. Это очень глубокая проблема. Вот а почему законодатель, допустим, этими вопросами не занимается, Александр Григорьевич? У меня вопрос к вам еще, чтобы закончить обсуждение языка гагаузского языка на территории автономии. Ведь радио и телевидение, которое работает в статусе общественного на территории Гагаузии, в законе, я уже не раз говорила здесь, тоже не предусматривает обязательности в таком-то процентном отношении работать и производить программы на гагаузском языке. Не говорит ли это о том, что мы сами абстрагируемся от того, что необходимо развивать язык? Ведь я только что в начале программы зачитала то, ради чего принимался закон об особом правовом статусе Гагаузии.
Пожалуйста. Я даже Почему хотел- законодатель эти нормы не предусматривает в законе? Это так и есть. И более того, в прошлом году депутат Бургуджи Иван Георгиевич вышел с инициативой, что при утверждении бюджета необходимо утвердить отделы переводов на молдавский и гагузский язык при исполнительном комитете, при Народном собрании Гагаузии. Действительно, чтобы документы издавались, как того требует закон, на 3 языках. И большинство депутатов не поддержали даже эту инициативу, сославшись на отсутствие источника финансирования. И в настоящее время в исполнительном комитете и в Народном собрании Гагаузии нет специализированных отделов, которые переводят официальные документы на русском, понятно, на других 2 официальных языка, на молдавский и гагузский. Но в качестве ремарки я хочу сказать, что в Приднестровье, когда я был и общался с своими коллегами, что для меня стало удивительным, у них тоже дело производства ведется на русском языке, и молдавский язык не используется. Но это не как в плане примера, а просто, что действительно есть какие-то объективные, субъективные факторы, мешающие. Вы знаете, мы сконцентрировались только на уровне исполком и Народное собрание. Но на самом деле... Среды, я говорю, нет в Гагаузии. Нужно смотреть здесь обширнее, потому что вот примарский корпус. Что мешает сегодня примару выставить табличку с названием на гагаузском языке, название населенного пункта при въезде и выезде? Ничего не мешает. И название улиц тоже. Название улиц. Топографические названия нет. И так далее. То есть сегодня цена вопроса подсчитана. 537 тысяч замена всех знаков въезда-выезда по всей Гагаузии. То есть и у нас 2 завода, которые имеют право на изготовление этих знаков. В Кишиневе находятся эти заводы, которые стандартного образца выпускают согласно То требованиям. есть 537 тысяч. Да, Цена для того, вопроса. чтобы закрыть название населенных пунктов, чтобы было на 3 языках. На гагаузском, на государственном и на русском. Мы не хотим этого. Какая же проблема? Нехватка Видимо, это не денег. приоритетно. Это не приоритет. Это не приоритетно. Тогда у меня возникает вопрос. Ведь Да, получается... Честно. Да? Ну, так ну, если не так приоритетно, получается. что мы хотим? Это не приносит прибыли первым лицам. Это ведение дискуссии на гагаузском языке между собой и исполкоме Народного собрания не приносит прибыли. Понимаете? Здесь нету материальной заинтересованности. И общество молчит, не проводит митинги, протесты по этому поводу, не А проводит. общество тоже не заинтересовано, об этом говорили. Общество вот гости. устало, 20 лет проводило. То, что нужно было добиться, добились. И кресло как бы кому-то подарили. И общество тоже уже как-то организовывается, уже в То соответствии есть мы теряем язык? Мы теряем язык при наличии автономии. Так, Мы когда не имели автономии, язык лучше развивался. Притом более того, если взять 100 лет назад, наши пращуры были вообще неграмотные, они вообще не разговаривали на эти красивые темы, о чем мы сейчас говорим. Но язык они сохранили, и они даже в материальном плане жили намного хуже, чем мы сейчас живем. То есть цивилизация съедает в том числе и родной язык. Ну, сохранили Глобализация. устно. А если говорить об издании литературы, появлении публикаций, все-таки нужно признать, что за эти последние 20 лет ситуация намного улучшилась. Можно да, я что тоже- касается книг, секундочку, что касается книг, на самом деле издано очень много изданий, Стихи. но что касается устного звучания языка, я еще раз хочу об этом сказать. Я не чувствую, я живу в Нет, Гагаузии да. каждый день, я не чувствую среды общения. Более того, наверное, не надо скрывать эту проблему, что сегодня в детских садах сел родители предпочитают со своими детьми говорить на русском, и использование русского языка моднее стало, чем гагаузского. Я Пожалуйста. немножко не согласен с Леной Федоровичем. Мне, наоборот, кажется, что в последнее время лучшие условия стали для изучения гагаузского языка, в частности, в детских садах и в университетских учреждениях, в том числе за счет того, что государство начало централизованно выделять на это финансирование. И мне единственное кажется, что по Камрату не надо судить по всей Гагаузии, особенно по политической элите, да, так называемой Народное собрание, исполнительный комитет. Здесь действительно не модно говорить на родном, на гагаузском языке, а на русском и стараться на молдавском. А все-таки в селах, мне кажется, тенденция не такая плохая. И дети, и люди сохранили язык родной, в частности, я имею в Но виду уповать гагаузский. только на то, что они его сохранят, не получится, если не будет особо каких-то программ, поддерживающих язык. Начиная вот с тех элементов, о которых говорил Михаил, о котором говорил Виталий Иванович, что если 537 тысяч леев стоит всего-навсего название всех Табличка. населенных пунктов, то мне кажется, что это капля просто в денежном смысле, который срочно нужно найти для того, чтобы это реализовать. Вы не ответили на мой вопрос, Александр Григорьевич. В законе о радио и телевидении Гагаузии не предусмотрено, сколько процентов эта структура, получая бюджетное финансирование, должна работать на гагаузском языке. Вы не видите в нет этом соответствующей необходимости? законодательной инициативы.
Более того, у меня иногда складывается впечатление, что у нас и не хотят рассматривать инициативы, которые будут совершенствовать действующее законодательство. Я маленький пример приведу, раз уже заговорили о русском телевидении. Была проверка счетной палаты, была рекомендация Народному собранию внести некоторые изменения, которые более четко будут регламентировать оплату труда администрации, процедуру утверждения бюджета. Мною эти поправки были разработаны более полугода назад. Ни одного заключения ни от исполнительного комитета, ни от одной комиссии, в том числе постоянного Народного собрания по СМИ. То есть, да, вот это как бы важно, мне кажется. О количестве процентов, сколько должно вещаться на гусском языке, это даже никто не рассматривает, потому что люди заняты другим. Жаль, но я хочу еще сегодня поговорить и о других вопросах, поэтому хочу продолжить сейчас разговор в сфере образования и перейти на Камрадский государственный университет. Скажите, а в чем специфичность образовательной системы ГГУЗИ и есть ли какое-то специфичное обозначение жизнедеятельности КГУ у нас в автономии? Отличительно от других? Да, вот что законодательный орган предусматривает специфичного в образовательной сфере ГГУЗИ, касаясь образовательной сферы вообще и КГУ в частности? И развитие ГГУЗИ, какова И развитие ГГУЗИ, да. Зачем? То есть, когда мы говорили о том, что нам нужен университет, все мы помним, да, для чего, Да, опять же, нам нужен был университет. Конечно. Когда мы говорим о том, что нам нужен свой законодательный орган, и он у нас есть, а этот законодательный орган имеет право принятия каких-то законодательных актов со спецификой своей, то в чем эта специфичность этих законодательных актов, простите, можно узнать, Александр Григорьевич, ваше мнение? В частности, по университету я не смогу сформулировать, наверное, Виталий Иванович в отношении более четко скажет. Что касается дошкольного образования, до университетского, специфичность по отношению, отличность по отношению к другим территориям Республики Молдова, безусловно, присутствует. У нас введены специальные преподаватели гагузского языка в дошкольном образовании. А я хочу узнать о законодательной базе, которая говорит об этой специфичности, которая требует... Кстати, что интересно, в данном случае законодательная база Республики Молдовы предусматривает в том, чтобы до университетских учреждениях обучение шло в том числе на гагузском языке, выделяется дополнительно 3-4 часа в неделю. А что касается преподавателей на уровне до дошкольного образования, это уже гагузское законодательство предусматривает и финансируется из центрального бюджета Гагузии, но за счет тех трансфертов, которые выделяет Республика Молдова в последние 2 года. Спасибо. Михаил? Ну, вот есть университет. С моей точки зрения, я выпускник этого университета, и профиль в этом университете преподавания, он такой же, скажем, факультет права, к примеру. Да? Примерно такой же, как и во всех остальных в любом Кишиневском университете. Хотя, с моей точки зрения, там есть такая специальность, как местное публичное управление на мастерате. С моей точки зрения, этот университет должен вносить очень серьезный научный вклад в развитие статуса гагузской автономии. Да? Сегодня очень много проблем, связанных там с компетенцией. Сегодня очень много правовых проблем, связанных там, как интегрировать закон об особом правовом статусе в ту административную политико-правовую систему, которая сегодня сложилась в Республике Молдова и складывалась на протяжении всех этих лет и ограничивала, все больше и больше ограничивала возможность для функционирования этого закона. Я не знаю, если университет, с моей точки зрения, университет не вносил и до сих пор не вносит никакого вклада в этот вопрос. Я не знаю, если были вообще написаны какие-то дипломные работы или мастерские работы на тему автономизма или там, функционирования автономии там, в области права, экономические аспекты автономии, территориальной автономии, да, кое является ГГУЗИ, финансовой автономии и так далее. Честно говоря, я в этом плане не вижу. Хотя, с моей точки зрения, университет должен играть именно эту роль. И в этом должна быть его специфичность, поскольку он является университетом, действующим на территории ГГУЗИ. Леонид Федорович, Виталий Иванович, 2 секунды. Я хочу сначала, чтобы Леонид Федорович ответил на такой вопрос. Вот только что мы узнали, что законодательный орган автономии в принципе ничего не предусмотрел специфичного для сферы образования в автономии, и кодекс об образовании не принят. Даже закона местного образования. И кодекс об образовании, который готовили, он так и не принят. Насколько я помню, он был подготовлен 2 года назад. Исполнительный комитет его предложил в качестве законодательной инициативы, он прошел публичные слушания и фактически остановился. Он не дошел даже до первого чтения. У меня в связи с этим вопрос. Спасибо. У меня в связи с этим вопрос. Леонид Федорович, как вы думаете, почему законодательный орган не заинтересован в принятии таких законодательных элементов, которые могли бы помочь через образование укрепить в том числе развитие языка? Когда речь идет о законодательном или об исполнительном органе, мы, как правило, имеем в виду первых лиц.
Я имею в виду законодательный орган Если, сейчас. если вы говорите законодательно все 35 депутатов, то 34 депутата не виноваты в том, что первое лицо, Константинов Дмитрий Георгиевич, до сих пор не понял, что необходимо принять закон об образовании Грузии. До сих пор не понял. Если бы он понял, остальные бы тоже поняли. Но никто не запрещает 34 депутатам инициировать принятие этого кодекса. У нас царь молчит, все молчат. Царь открыл рот, дал на 5 минут возможность поговорить, все говорят. К сожалению, мы еще восток. И исполкоме то же самое. Поэтому, Кто царь, не понимаю. какая разница, кто руководит этим исполнителем или законодательным органом? Просто руководит ими. Недалеко будем ходить. Я лично сколько раз критикую Дмитрия Георгиевича за этот закон об образовании. Сколько раз я его критикую. За то, что он не принят? Да, за то, что он не было рассмотрен, одно то, что обсуждение, Он не принят, было он одно не обсуждение, но дальше не хочет двигаться. Дальше он не хочет двигаться. То есть все-таки от него лично зависит. Даже от заместителей, вот сколько я подхожу к заместителям, даже, ну они говорят, ну есть же там, как бы, что я буду через начальника шагать, убедить ее. То есть общественность должна убедить первое лицо. Ну, Странная ситуация. первое лицо не Общественность должна понимает этого. избрать, общественность должна доверить этот Делегировать. пост, делегировать, а потом общественность должна убеждать. Очень Должна быть какая-то... ответственность. Виталий Иванович, Ну, у меня вопрос я- к вам в отношении КГУ. Пожалуйста, Ну, есть я специфичность? коснусь не только КГУ. На самом деле, вы знаете, система образования, она последние годы достаточно динамична. В силу разных причин, миграции, введения единых экзаменов, которые привели к оттоку этих учащихся в лицеев в Приднестровский регион. И это уже не секрет. Родители руководствуются прагматичными вещами, понимают, что зачем пропускать ребенка еще лишний год, 12-й, если можно в соседний регион, Приднестровье, отправить ребенка, он 11 лет закончил, пошел в Тираспольский университет или филиал российского. Виталий Это Иванович, я к тому, что на систему КГУ. образования у Сейчас нас вот это все, это как раз связано с первым вопросом, с русификацией, использованием русского языка и так далее. Поэтому наша система образования, она, как бы мы ни хотели, она не настолько подвержена со стороны национальных стандартов использования государственного языка, но отсюда влияние русского, потому что есть вот место, куда можно спокойно отправить своего ребенка. Университет, если вернуться к вопросу об университете, университет на первом этапе он сыграл свою роль, потому что когда у нашей интеллигенции гагаузской возникла идея создания этого университета, один из основателей, Леонид Федорович Добров, здесь находится, тогда основным вопросом стал какой? Во-первых, то, что уровень людей с высшим образованием в населенных пунктах Гагаузии был крайне низким. Количество людей с высшим образованием было мало. Да, и, соответственно, это было одним из стимулирующих факторов для того, чтобы повысить уровень людей с высшим образованием. С этой точки зрения университет сыграл свою роль, но дальше есть эволюционный процесс развития высшей системы образования. И когда мы говорим о высшей системе образования, мы должны понимать, что у нас кроме университета еще есть как минимум 2 колледжа, которые должны в контексте тех изменений, которые происходят, быть увязаны с образованием университетским. Виталий Иванович, я прошу прощения, Поэтому хочу уточнить. Мой вопрос на в этом том, этапе- чтобы узнать у вас, как у человека, который работает еще в Камрадском госуниверситете, есть какая-то специфичность? Специфичность есть. Специфичность Законодатель есть. ничего не принял. Она была, она и есть. Специфичность появилась с самого момента образования. Когда на народные деньги создали вуз. Такого примера в Молдове нет. И мы, к сожалению, этот элемент... Вот только этим мы 20 лет и Стоп, гордимся. этот элемент утратили. Да. Плюс напор интеллигенции, это вторая составляющая. И третья, у нас есть факультет национальной культуры. Такого факультета больше... Где недобор на специальность гагаузский язык. Системный. Опять же, здесь... Объективные факторы. Здесь, кстати, вот как раз отсутствие закона об образовании, который бы дал возможность, законодатель бы принял эту законодательную базу и дал бы возможность Виталий Иванович, доплачивать, кафедру болгарского языка скоро закроют, потому что нет студентов. учителям гагаузского языка нужно доплачивать дополнительные надбавки за то, что они выбирают эту специальность. К сожалению, законодатель не сделал свое, и это вытягивает другое, поэтому никто не хочет идти. Хорошо, мой вопрос в другом. Кроме того, что университет должен вносить вклад в развитие гагаузского языка, да? В этом его одна из его ролей. Но в том, что, с моей точки зрения, как это делают университеты в других автономиях, должен вносить вклад в развитие в самой автономии, в политическом плане, в Согласен. экономическом плане. Где роль университета в этом?
И есть ли философия университета и понимание, что вот нужно двигаться в этом направлении? Вот об этом поговорим в Потому одной из что передач, когда пригласим руководство университета, в том числе. Хорошая идея узнать, а какова философия этого университета, потому что на самом деле философия, концепция, сверхзадача, миссия определяет все, ради чего живет университет. Если, Любая организация. Любая организация, да. Вы хотели что-то Да, добавить? я хотел Александр добавить, Григорьевич? Леонид Федорович, как всегда, резко, но во многом справедливо некоторые вещи называют Строгим справедливо. своими именами. Значит, когда закон об образовании пришел в качестве законодательной инициативы от исполнительного комитета ГГУЗи, есть процедура. Например, мной, как депутатом, были подготовлены замечания. Вообще, я считаю, мы иногда путаем местное законодательство ГГУЗи с национальным. Мы не должны, чтобы наш закон был абсолютно различен с тем, что принято в Молдавии, потому что высшее образование, структура образования — это, в принципе, Единое. государственные вещи, да, которые нужно соблюдать. Но есть какая-то специфика автономии, которой можно было принять Прописать. местный закон, и мы этого не сделали с 1994 года. И не в порядке оправдания, но мною были предложены эти замечания к тому проекту закона, который исполнительный комитет. Я несколько примеров приведу. В Молдавии нету гимназии, детских садов, у них только гимназия, начальная школа, у них нету круглосуточных детских садов, мы хотим это ввести. У нас есть специфика с изучением гагаузского языка, то, что говорил Виталий, доплачивать молдавским. То есть некоторые детали, которые должны быть отличны от Кодекса об образовании Республики Молдова. Они есть в том нерассмотренном кодексе? Это есть в моих Ваши предложениях к этому законопроекту, но почему-то нету воли этот законопроект дальше Двигать. Добавить, возможно, Александр Григорьевич, можно добавить? Очень коротко, если можно, идем дальше. Да, Есть да. другие вопросы, их очень Вот много. Кто разрабатывал кодекс? Я видел этот кодекс, да, как и любая Стоянов. практика законодательная. Вот взяли, скопировали молдавский кодекс об образовании, скопировали все, но никаких деталей, связанных с ГГУЗи, не добавили. Хотя, с моей точки зрения, должно было быть совсем наоборот. Определить, в чем должна быть роль местного законодательства, он должен быть небольшой. Но четко в этом... И не нужно копировать весь кодекс об образовании Кишинева. Он есть там. И мы по нему в любом случае будем работать. В любом случае вы В придерживаетесь. любом случае мы его будем придерживаться. Тогда определите, в чем мы хотим продвигать, что мы хотим продвигать. Так если в у ГГУЗе, нас примите нет его. таких Зачем законодательных... копировать 100 страниц? Господа, Я не я закончил хочу- по университет, вы сразу как-то передали. Виталий Иванович, простите, Значит, завершайте. я сказал о факультете национальной культуры. И следующее. Университет стал своеобразным центром, толчком для развития инновационной составляющей, потому что появился инновационный инкубатор, который запустил и в студенческой среде, и среди этих предпринимателей региона. Он стал таким своеобразным центром, опять же, для развития инновационных форм предпринимательства. Поэтому говорить о том, что только в языке, я не совсем согласен. Если взять, например, в совершенствовании законодательства, конечно, у нас не так собственных докторов, например, в области права имеется в университете. Но я знаю что точно, Есть что доктора в они, области автономизма, в области права, в области автономизма. Есть такие? к сожалению, автономизм, Кто-то это, защитился скорее по всего, вопросу автономизма? я думаю, что это политология. Какая разница? Вот, а в области политологии у нас не так Нет, много. почему? Есть Но в этом специалисты есть в этом. необходимость. То есть я так понимаю, что Михаил Конечно, в говорит этом о есть том, что необходимость. коли у нас есть свой университет, то нам нужны те специалисты, в которых нуждается Вот сегодня, автономия. извините, да? вот сегодня люди, Александр Григорьевич, в частности, входит в эту, наверное, войдет, да, я надеюсь, в эту группу рабочую между парламентом и Народным собранием. Сегодня острая необходимость в экспертизе в ГГУЗе по вопросам автономизма. Как продвигать свои компетенции, как изучать международное право. Сегодня этой У нас экспертизы нет в ГГУЗе специалистов? нету, понимаете? Ясно. Ну, я Идем- бы так не утверждал, потому что касается, например, полномочий в области экономики, мы сегодня можем сказать, какие Виталий полномочия, Иванович, вы полномочия один- на центральном уровне, Виталий Иванович, над какие этими смешанные вещами полномочия, должен- какие... Подождите, над этими вещами должен работать не один человек, над этими вещами должна работать команда специалистов, желательно объединенных в какой-то конкретный научный институт или в какой-нибудь think tank, понимаете? А этого Вы у нас знаете, нет. как назовешь корабль, так и он и поплывет, да? И что? Мы назвали его вначале Гагаузский национальный университет. Потом, когда приняли на баланс Молдовы, его переименовали Камрадский государственный университет. Теперь Камрадский КГО ничем не отличается от КГО Кишинева, от Это КГО Молдгу. Когола, от КГО Казани ничем. А если бы он был Гагаузский национальный ГНО, я вам даю гарантии, что он бы имел свою философию спустя 20 лет. Леонид 25 лет. Федорович, я не сомневаюсь, что на эту тему можно поразмышлять, но я хочу продолжить наш разговор. И вот какой вопрос хочу предложить вам. В чем исключительные компетенции Гагаузии и как они реализовываются? Сейчас уже перехожу непосредственно ко всем сферам жизни автономии. Да? Михаил, начну с вас, пожалуй.
Исключительная компетенция Гагаузии. И как они Исключительные реализовываются? компетенции сегодня сказать очень сложно, каковы исключительные компетенции Гагаузии, потому что... Есть. В случае, если Молдова уходит. Об этом я, кстати, тоже хотел бы поговорить. Да? Леонид Федорович об этом хочет говорить. Об отложенном статусе. Поговорим. Компетенции прописаны в законе об особом правовом статусе. Но есть такая очень хорошая, интересная статья ученого Алика Процеха, где он четко не ввел, а использовал термин, его ввели другие, да? Так называемый термин тактика солями. Когда ты отрезаешь от колбасы по кусочку, пока от нее ничего не остается. Вот эти условия были созданы в Республике Молдова, начиная с 1994 года. Сам закон особо не трогали, но создавали правовое поле, которое не дает возможность этот закон реализовать. Сегодня исключительная компетенция Гагаузии заключается в том, что Гагаузия, как другая территориальная автономия, может самостоятельно регулировать вещи, которые относятся к ее исключительным компетенциям. В области образования, в области экономики, в области других и так далее. Но вот эта законодательная компетенция Гагаузии, без которой территориальная автономия немыслима, не только в Гагаузии, в любом другом месте, она не признается Кишиневым. Сегодня непонятно, каков статус местных законов. В национальном законодательстве нет такого понятия местный закон, кроме закона об особом правовом статусе. Сегодня все нормативные акты, принимаемые Народным собранием, должны соответствовать национальному законодательству и не иметь абсолютно, им не противоречить. Но в любой другой, дела должны обстоять совершенно по-другому. Если Центр передал Гагаузии эти компетенции, то он от них отказался. Он сказал: ребята, мы вам их передаем, вы их самостоятельно реализуете. Мы просто там смотрим, чтобы вы их реализовывали, не выходили за рамки своих компетенций, не нарушали международное право, не нарушали Конституцию и так далее. Сегодня этого не происходит. Сегодня любой законодательный акт Народного собрания может быть взят и опротестован в суде в административном порядке и отменен как нормативный акт, противоречащий национальному законодательству. Так это как раз и означает, что у нас есть автономия, и ее у нас нет одновременно, или как? Это как раз таки означает, что автономное плавание. Плавайте как хотите, но автономии у вас не будет. Вот мы захотим ее отобрать, мы вас отберем. И другая проблема. Компетенции нечетко прописаны. И они прописаны только в законе об особом правовом статусе. В других законодательных актах их нет. Извините. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Да, в чем исключительная компетенция? Конечно, истина есть в том, что говорит Михаил, но я немножко позитивнее хочу рассмотреть. Давайте. Я очень позитивно сказал. Так получилось, что я работал в Приморье, а Приморье в силу специфики больше использует молдавское законодательство, так как является органом управления первого уровня. Все. И фактически, и поэтому у меня есть возможность сравнить, а чем мы отличаемся от молдавских территорий в части законодательства. И вы знаете, есть вещи, которые уникальны все-таки для нас. Значит, первое, самые простые: Башкан – член правительства, Народное собрание обладает правом законодательной инициативы, выборы Народного собрания происходят абсолютно по другой схеме, чем выборы районных советников в Республике Это не приносит Молдова. пользы для Мы жителей. говорим на 3 языках официальных, и это есть. И мы обладаем все-таки специфичной собственной законодательной базой. Просто нужно этими Обладаем, но инструментами, не пользуемся. и этими инструментами нужно правильно управлять. Как это отражается на нашем кармане? Я Давайте об этом. вот маленькие примеры приведу. Виталий поддержит, потому что совместно эти вещи делались. Вот самый свежий пример – публичное слушание по бюджету. Это наш собственный законопроект, это не происходит в Республике Молдова. Пожалуйста, этим надо просто было воспользоваться. Оно не противоречит молдавскому законодательству, его там просто нет. Организация публичных слушаний? При утверждении бюджета Гагаузии. Публичное слушание согласно закону да. о прозрачности процесса Идем принятия дальше. решений. У нас есть фонд возмещения контрибуций в То есть бюджете. это не специфичность, Этого мне нету кажется. нигде. У нас есть фонд поддержки детей, которые нуждаются в особых услугах, начнется с следующего года. Это нет Недавно в Республике созданный. Молдова. У нас есть закон о патенте, который действует в другой форме, чем в Республике Молдова, на более широкой. У нас есть закон о фиксированном налоге. То есть есть ниши, где мы можем использовать свое право принимать законодательные акты, местные законы, как вы сказали, не противоречащие республиканскому. Не надо какой-то глобализации и радикализации. Нет. Необходимо просто правильно использовать эти инструменты. Реплику можно? Очень Буквально. коротко, да, чтобы успели. Александр Григорьевич, мы можем создавать сколько угодно фондов, которых нету в Кагуле, в Чемишле и так далее, но когда у тебя работает бюджетная система, когда тебе финальные цифры бюджета спускают с Кишинева, и ты самостоятельно их не можешь определять сам,
то ты создавай хоть, я не В знаю, чем 1000 фондов. В чем самостоятельность, самостоятельность? Только автономия 100% имеет общегосударственные налоги, НДС, подоходные налоги, акцизы. Только Что автономия. этого То есть территории другие не имеют. районы Этого страны не не имеют. Достаточно, и только Безусловно, товаров, этого произведенных и недостаточно. реализованных на территории Этого Германии. недостаточно, но этого нет в других территориях. Ну, говорили о специфичности, О специфичности, поэтому Александр да. Григорьевич Ну, я перечислил. начал Пожалуйста. в предыдущем выступлении говорить о полномочиях. На самом деле исключительные компетенции Гагаузии, к сожалению, то, что прописано в законе, где написано «Народное собрание обладает полномочиями по принятию законодательных актов в следующих сферах». И там 6 пунктов. Культура, образование. значит, приводится экономика, социальная сфера и так Здравоохранение. далее, здравоохранение. Но если мы посмотрим, что значит полномочия исключительные. Исключительные полномочия – это те, которые можно подтвердить финансовым обеспечением. Правильно сказал Михаил, любые полномочия они должны влиять на качество жизни, на карман человека, качество жизни людей. То есть, каким образом эти индивидуальные, значит, исключительные полномочия Гагаузии Создают влияют? благополучие гагаузов. Берем, например, здравоохранение. Я уже неоднократно говорил, к сожалению, в Народном собрании не нашло это поддержки. В исполнительном комитете некоторые коллеги тогда критиковали мою позицию. Но до сегодняшнего дня мы продолжаем пожинать уроки советского периода, когда у нас продолжают председатели районов быть учредителями де-факто этих лечебных заведений. Сейчас упразднили. Но все равно это еще продолжается. Назначение руководителей этих лечебных заведений по конкурсам Кишинева и так далее. То есть, вот простой пример. Ну, 20 лет, извините, можно было этот вопрос Виталий Иванович, регулировать. я вот Взять хочу, чтобы ветеранов, те зрители- ветеранов Гагаузской республики, те, которые создавали это, стояли у истоков этой автономии. Принят закон о социальном обеспечении этих ветеранов. Было разработано положение. До сегодняшнего дня, к сожалению, Молдова не признает их согласно закону о ветеранах. Мы обеспечили вроде бы принятие нормативных актов, люди до сих пор опять не получают никаких выплат. Возникает вопрос, мы принимаем эти законодательные акты для того, чтобы люди получали реальный эффект от того, что есть автономия, или мы просто принимаем законодательство ради законодательства. Поэтому для меня, когда кто-то говорит о полномочиях или исключительных компетенциях, это то, что мы можем обеспечить себя финансово. По остаточному принципу у нас формируется бюджет. Извините, но здесь... Что такое остаточный принцип? Остаточный принцип это когда вот у вас, как Александр Георгиевич сказал, есть 100% НДС, акциз, подоходный налог с юридических лиц. В приморийский местный бюджет идет подоходный налог с физических, налог на землю, налог на недвижимость и сбор за благоустройство территории. Ну и последняя была инициатива сбор за экологический, который связан с сбор за мусор. Но, Таможенные извините, сборы, таможенные 75% сборы, всего которые бюджета 78 от 72 до 78, Всего. в зависимости от лет, формируется бюджет Республики Они Молдова. остаются все там. Извините, остается там. У нас существует порядка 165 предприятий, работающих в Гагаузии, но уплачивающие основные налоги в Кишиневе. Тот же НДС. Извините, мы, естественно, не можем обеспечить. А Кишинев считает, вот ваши собственные доходы, сколько вам нужно расходов? Столько? Вот вам еще плюс сумма расходов и финансируйтесь. Это я называю остаточный принцип. А принцип должен быть другой. То, что заложено в законе об особом правовом статусе. Статья 18. Вот они все суммы сборов потенциальных для Гагаузии. Кишинев всегда полемизирует. Говорит, а как мы можем вам дать эти сборы, а другие территории тоже потребуют? Тогда Другие Виталий территории не являются автономиями. Другие Иванович. территории не являются автономиями. Поэтому, извините, но аргументы со стороны автономии и в виде фиксированных платежей в государственный бюджет, это есть нормально. Потому что мы не претендуем на исключительные компетенции центра, которые касаются обороны, безопасности и внешней политики. Виталий Иванович, Виталий 8 лет. Это было ненормально. Вы ни разу не поднимали Нет, статью есть, 18. стоп, Сейчас, есть. после вашего Есть. отставки, Вот сейчас поднимаем. нету результата. Нету результата. Не Есть. вижу результата. Статья 18. Значит, расчеты 2 года назад Виталий были Иванович. представлены в Екатерина, Народное собрание. Мы Значит, идем... Видите, когда речь идет о деньгах, всегда горячо. Я еще не Константинов. ответил на этот вопрос, Может чем, быть, не недавно. чем наша Очень компетенция коротко. Я так много отличается, вопросов хочу отличается сегодня от всех остальных. Да. Первое. В случае, если Молдова теряет статус независимого государства, Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение. Нигде нет в районах. И статья 18. А нам нужно это? Нет, Серкеле сейчас это не говорим нужно. про исключительность. Одному только Серкеле, проживаешь в Гагаузии, не нужно. Всем остальным нам нужно.
И второе, давайте поговорим. статья Сейчас, 2 18, секунды. которая не работает 20 лет, не работает, но она прописана даже в Конституции. Так, что стоп. все Вот 100% здесь- налогов вот здесь стоп. этих остаются у нас. Вот здесь стоп. Если статья 18 не работает, 2 человека в этой студии подтверждают, остальные что скажут, не знаю. Так что сделала власть Гагаузии, чтобы этот Она закон работала. работал? Да. Значит, в Минфин отправлялись Почему мы наши так предложения. неплодотворно обращаемся? Можно я отвечу вам на этот вопрос? Виталий Иванович, можно? Виталий Иванович, позвольте. Виталий Иванович может подтвердить, я просто хотел сказать, пока не убежала мысль. Тот НДС и акцизы, которые у нас остаются, если я не ошибаюсь, они были оставлены в Гагаузии при Кредиторе. При Кредиторе, да. Когда Да. Брагиш был премьер-министром. Да. Да. Чисто на Когда личностном. два человека, Кредитор и Киндзиглян, пошли к Брагишу и сказали: господин Брагиш, закон пишет, что нам нужно оставлять налоги, НДС и акцизы. Брагиш дал распоряжение министру финансов, министр финансов через закон о бюджете. С тех пор пошла практика, что у нас остаются НДС и акцизы. Но- В других таких подобных случаях я не знаю и не помню. Но штрафные санкции по этим налогам Все идут в туда. государственный бюджет. Возникает вопрос, Значит, как? не договорили. Нет, хорошо, а остальные налоги кто-то поднимал вопрос, кроме Нет. Кредитора и Киндзигляна? Так Не вот я об поднимали. этом, Не, ну об как этом не? и хочу Поднимали. задать. Оппозиция, Виталий да, а Смотрите, власть нет. ну Мы поднимали. подождите, Виталий Иванович, я понимаю, поднимали, Александр Григорьевич скажет, поднимали, пробовали, делали какие-то свои У меня немножко законодательные отличная инициативы. позиция, поэтому я не... Отличная Да. позиция, тогда вы ее скажите, пожалуйста. Значит, не то, что мы должны были и добились, что 100% этих общегосударственных налогов остается здесь. Что касается таможенных сборов, мы автономия, а не республика или федеративное устройство, чтобы таможенные платежи поступали в бюджет автономии. Я понимаю, что это непопулярная мысль, но Очень даже. я ее озвучиваю как финансист. И это против закона статьи Подождите, Я 18. озвучиваю как секундочку, как финансист. финансист Дело говорит. в том, что есть общегосударственные расходы, которые в таком случае автономия должна взять на себя. Оборона, суды, прокуратура, Фиксированные высшее платежи. образование, взносы, 5%. социальное страхование, медицинское 5 до 10%. страхование. И Да если 10. взять вот эту всю совокупность доходов и расходов, где окажется автономия, в дефиците или профиците, у меня лично этих расчетов нет, поэтому я не могу говорить на Ну, беспредметные тот темы. бюджет, который мы имеем И сегодня. Сейчас, Леонид Ильич, дайте договорить. я наоборот считаю, что 100% общегосударственных налогов мы добились. И мы обязаны добиться, чтобы из тех таможенных пошлин, с которых формируется в основном бюджет республики, из тех внешних заимствований, из внешних инвестиций, Гагаузия должна иметь фиксированное поступление платежей для капитальных инвестиций. А то, что делает республика на сегодняшний день, тут я согласен со своими коллегами, не додавая автономии даже тех 5%, которые мы занимаем, и наша законодательная инициатива пылится на полках парламента, вот говорите, что мы делали. Мы проявили законодательную инициативу, но, к сожалению, она не была принята. У меня только То есть два мы вопроса. хотим добиться то же самое, что говорим, только разными путями. Плохо требуем, либо нас не хотят слышать. Наверное, И то, и все-таки другое. второе. Не, и то, и другое. Нету воли. Ну, я вам хочу воли. и сказать, другое. что и нужно, если смотреть динамику, как в Кишиневе относились к Гагаузии, то... Вы же начиная делали с специальное Да, исследование конечно. на эту тему. С 2003 года отношение к Гагаузии немножко так радикализировалось. Если раньше, до прихода, ну, будем называть вещи своими именами, да, до прихода партии коммунистов Гагаузию слушали, да, и готовы были обсуждать, и не боялись спускаться на уровень Гагаузии и садиться за общий стол переговоров. И не было таких аргументов, типа, Гагаузия простой район, и нам нечего типа, спускаться до ее уровня, то после этого у нас был такой 5 лет медовый месяц с Кишиневым в Гагаузии, где Гагаузия, Народное собрание республики делало все, что угодно. И вот эта практика, они усыпили нашу бдительность, и эта практика продолжается. Сегодня даже усадить за стол переговоров Кишинев вместе с Народным собранием, Сложно. сколько усилий заняло, Нужен да? посол Швеции. Нужен посол в Швецию, чтобы он пришел и сказал: ребята, вам Но- нужно о чем-то Ну, говорить. Кстати, кстати, лиха беда конфетно-букетный начала. период после референдума тоже начался, когда здесь еженедельно, чуть ли не ежедневно приезжали замминистры, И вот это основная роль референдума. Вот. Референдум сделал свое дело. Вот давайте оставим референдум. можно Леонид еще один Федорович, момент? это ваши руки. Можно Я еще один, сейчас скажу. можно- Я констатирую факт. Чистосердечно признались. Еще один хотя момент не по поводу исключительных компетенций. Все забыли еще об следующих компетенциях. Решением Конституционного суда при создании Высшего совета магистратуры убрали роль Народного собрания в утверждении судейского корпуса. Сегодня, если провести анализ этого уже нету. репрезентативности, Поэтому и забыли. нужно требовать. Потому что если сегодня провести детальный анализ и увидеть, кто присутствует у нас в судебной системе, Я согласен в этом с этим. случае у нас размыто гагаузов практически не останется. Еще чуть-чуть и все. Виталий Ильич. Назначение начальника управления юстиции, назначение деконцентрированных служб. До сегодняшнего МВД. дня нет никаких Механизма. подвижек
по утверждению этих деконцентрированных служб. Я знаю, что говорите о формузал... прокуроре? Нет, деконцентрированные службы — это начальники территориальной инспекции труда, госстроинспекции, Которые напрямую которые напрямую подчиняются Кишиневу. И получается, эти чиновники работают в территории, там они говорят, что они взаимодействуют с нами, с органами власти Гагаузии, а здесь они говорят: извините, мы туда подчиняемся. Это скорее И они проблемы, находятся- а не наши Виталий Иванович, у меня это складывается... тоже должна, извините, работа деконцентрированных Виталий служб. Иванович, Это не смотрите. работа Я здесь оторванности. согласен. Смотрите, я очень хочу, чтобы мы с вами, обсуждая Это исключительно тоже наши вопрос- полномочия. Да, поняла. Мы Обсуждая должны давать вопросы в этой студии, рекомендации. чтобы всегда думали о том человеке, зрителе, который нас слушает. Да? Ведь каждый житель Гагаузии, соглашаясь и продвигая идею получения автономии, понимал и знал, что, получив автономию, мы будем жить самостоятельнее, лучше, самодостаточнее, благополучнее. Я убеждена, что эти мысли были в голове каждого, Всех. кто ожидал от автономии вот такого позитива. Но сказка не состоялась, мы это уже поняли, да, за 20 лет. Сказки не Ну, состоялась. не сказка, а реальность. Благополучие, Реальность не состоялась. благополучие того, что мы будем самодостаточны, говорили с первого дня, и 20 лет спустя мы, наверное, я так понимаю, по вашему настрою, мы не готовы говорить о том, что мы самодостаточные и Нет, почему? самостоятельные Можно я в относительно? финансовом смысле. У меня вопрос. Да. Что мы хотели, что мы получили, и социальные, ответьте мне на этот вопрос, социальные проблемы, которые больше всего волнуют рядового жителя, они в нашей автономии решаются эффективнее и лучше, чем в других районах республики? Можно я? При том, что мы имеем автономию, начну? пожалуйста. Я в одном из своих выступлений, вы сейчас повторили, задал вопрос. Как автономия отражается на кармане каждого жителя? Это проще говоря. Живем ли мы лучше, чем остальные районы, и стали ли мы жить лучше от этого, от того, что у нас есть автономия? И жили ли бы мы лучше или хуже, если бы у нас автономии не было? Этот вопрос необходимо задавать. Если мы смотрим на развитые автономии того же Европейского Союза, Южный Тироль, я неоднократно приводил эту автономию, то есть такой показатель, как внутренний валовый продукт или региональный валовый продукт, я не знаю, как он называется, на душу населения. Виталий Иванович. Валовый региональный продукт. Валовый региональный продукт. На душу населения Южный Тироль производит больше, чем остальные регионы в Италии. 36 тысяч евро примерно. Это больше, чем средний показатель по Италии и больше, чем средний показатель по ЕС. Какова у нас реальность? И там, безусловно, люди живут хорошо, потому что это очень высокий показатель. Там все нормально с инфраструктурой, там все нормально с социальным обеспечением, там все нормально с медицинским обслуживанием, там все нормально с этим. Добились ли мы этого в Гагаузии? Потому что когда мы создавали эту Гагаузию, мы же не создавали ее ради пустых идей. Мы создавали, чтобы Вот сделать прописали лучше. ради чего? Жизнь людей сделать лучше. И мы наделили себя каким-то, не наделили, а согласовали с Кишиневым определенные И компетенции. взяли на себя И ответственность. взяли на себя ответственность. Сегодня я не вижу пока, чтобы были какие-то подвижки со стороны официальных органов власти Гагаузии, да, в этом направлении, чтобы... Я не знаю, что будет в рамках этого переговорного процесса лежать на столе со стороны Гагаузии. В этом переговорном процессе, который сейчас начинается международным собранием и парламентом, да. Но если мы увидим, опять же, дайте нам назначение прокуроров, дайте нам назначение судей. Но это одно из... Дайте нам назначение этих. Как это отразится на жизни каждого простого человека? Да, нам нужно, я не спорю, это в законе записано, что мы должны участвовать в назначении судей. Но давайте подумаем, нужно ли нам это, и что это в конечном итоге даст каждому из нас, жителю. Это увеличит наше благосостояние, это сделает наши дороги лучше, это сделает то... Я не говорю, что этого не надо. Да? Я просто задаю вопрос. Михаил, вы задали вопрос, каков валовый региональный продукт, да? Можно узнать, что в Гагаузии? Значит, Какова? согласно национальных счетов статистики, которые присутствуют в Молдове, была попытка в 2001 году подсчитать валовый региональный продукт каждой территории. Все 8 лет, к сожалению, так и не удалось получить всю необходимую информацию от центральных органов власти. Почему? Потому что статистика сегодня централизована. Мне что удалось для того, чтобы прийти ближе к валовому региональному продукту, это получать информацию от таможенной службы, экспорт-импорт, предприятий, которые имеют юридический адрес в Гагаузии, не только, а те, которые работают в Гагаузии, но в качестве филиала, вот эти 165, к сожалению, по ним так висит вопрос, всегда по ним и в дискуссии. Кроме того, место национального коммерческих банков и страховых компаний тоже, к сожалению, ни Национальная комиссия по рынку ценных бумаг, которая курирует деятельность страховых компаний, и ни Нацбанк, который курирует коммерческие банки, к сожалению, так и не дали
место и роль каждого филиала их в Гагаузии, для того, чтобы это все же нужно финансовую услугу тоже почитать для валового регионального продукта. И нам не хватает еще вот этих внешних индикаторов для того, чтобы завершить к объему промышленности, объему сельского хозяйства, объему транспорта, объему услуг и объему связи, объему торговли завершить. Но самый большой парадокс в том, что за эти последние 4 года изменилась система статистического учета, и у нас уже по Гагаузии последние 4 года нет данных по объему торговли. То есть пока мы бились за одно, чтобы получать информацию, они изменили, изменили методологию. А отсутствие этих цифр не дает возможность увидеть валовый региональный продукт. Он считается очень просто, но для этого нужно иметь все цифры, сесть и посчитать. Мне печально К сожалению, становится, Виталий Иванович. да, к сожалению. Печально становится, потому что у нас ничего нет для того, чтобы определить, а какие такие цифры есть в наших руках, и какую стратегию определяем. Есть объем промышленного производства, объем сельскохозяйственного производства, объем экспорта. То есть уже наличие этих индикаторов дает возможность делать какие-то определенные прогнозы. Но выйти на валовый региональный продукт, Ясно. к сожалению, невозможно. У меня такой вопрос. Я же И хочу двигаться. будучи даже членом коллегии Министерства экономики, обращал внимание и министра, начиная с господина Додона, Лазара, и потом, к сожалению, с последними двумя не удалось пообщаться в силу краткосрочности одного, Канду и недавно назначенного, я уже ушел с должности. Катерина, Но вопрос вот какой. Вот самый простой. не удалось убедить, что нужен валовый региональный продукт. Поняла. Мы сейчас говорим о внутренних таких проблемах, которые есть у всех. Самое главное достижение автономии. Курды, имея Референдум. 20 миллионов человек, до сих пор не имеют автономии. Уйгуры. Уйгуры. Остальные автономии, которые имеют на Западе, Если мы там жили, мы тоже не они имели. боролись и 200 лет, и 500 лет боролись за автономию. Как вам эта мысль? Если бы мы там жили, тоже не имели бы. Если бы мы жили в Китае, поверьте, у нас бы тоже не было Если бы мы автономии. жили в Советском Союзе, тоже не имели бы. Успокойтесь, Согласен. пожалуйста. То есть то, что мы живем в Молдове, То, что мы это живем в плюс. независимой Молдове, это наше счастье. Да. Поэтому О. за 21 год, Запишите, пожалуйста. за процитируйте. 21 год, Записано. смотрите, мы добились некой автономии. У нас появился свой башка, свой законодательный орган. У нас начали изучать в школах родной язык. За 20 лет я сам экстремист по своей сущности. Я хочу, чтобы за 20 лет было намного больше. Но было за невозможно. 20 лет автономии никогда не достигали то, чего мы хотим на словах. Хорошо. Поэтому наша автономия движется естественным путем. Правильно? Правильным Путем проб и ошибок. Другой вопрос, что не должна оппозиция и общественность не должны уснуть окончательно. Как только они заснут, тогда все закончится и у нас заберут автономию. Хорошо. Вы знаете, я идем не- дальше. 20 Нет, лет я это хотел бы- небольшой срок. У меня Вопрос другой вы задали вопрос. о самодостаточности. И просто он остался Виталий Иванович, повисшим. есть еще и другие вопросы. Вопрос о самодостаточности Гагаузии. Я здесь уверен на все, какие только можно проценты, что Гагаузия, она может быть самодостаточной. И Но мы это не почувствовали. Почему? Потому что сегодня есть пример Андорры, Сан-Марино, Лихтенштейна, которые небольшие и по численности, и по территории, Это независимое государство. но они работают, они показывают, что даже Виталий маленькая, Иванович, вы мне- маленькая в размерах дает возможность развиваться. Если бы Вы вы мне не были только 8 лет у объясните. власти, вы имели бы право эту фразу говорить. Нет, Рассужда- Константин, Виталий вы Иванович, не имеете права. Виталий Иванович, вы Леонид мне только объясните. Не Я имеете права. все-таки... Имею полное право. Не Виталий имеет. Иванович, я хочу 8 лет это уточнить срок для людей, достаточно, которые чтобы- смотрят эту передачу, и которые все ждут хорошей и счастливой и экономически устойчивой жизни в этой автономии. Если мы можем быть самодостаточными, почему мы таковыми не стали и почему мы это не почувствовали? Можно я отвечу на вопрос? Потому что ни в одной избирательной кампании, ни одного Башкана до сих пор мы не видели. Не только это, эта кампания вообще была очень уникальна Ну, по своей ясно, сущности. да. Да? Мы не видели вопросов, где поднимались бы серьезные социально-экономические проблемы. Поднимались вопросы быть вместе с Россией, быть еще не знаю с кем. Геополитического Геополитического характера. А как же дороги? кстати, почему? Как же больницы? Потому что народ этого ждет, потому что атмосферу и фон формируют совершенно другие силы. Обещать можно все, что хотите. Нет, нет. На любых выборах обещает, результат тот же самый. Проанализируйте. Не от этого зависит только от первого лица, от воли первого лица. Бог нам после утверждения нам автономии, Бог не дал нам ни одного лидера, который имел бы политическую волю и ум, куда надо двигаться и для чего автономия. Не дал еще. Леонид Федорович, Я За 20 лет. согласен с тезисом Леонида Федоровича. Оценка за 8 лет. Да, пожалуйста, любой может взять и проанализировать, например, личный вклад, там, Кюркчу, вы. Нет, это не личность. Нет, Дело Виталий не Иванович, личность. идем дальше. вы в своем секторе. Я Но к чему веду? Лихтенштейном Давайте мы мы не научимся стали. Андоррой анализировать не стали. вклад
депутатов парламента, которые сидят, представляют Гагаузию в парламенте Молдовы, их вклад каждого, начиная с 94 года и по сегодняшний день. Это еще предстоит учиться делать Нет, нам. нет, это вклад каждого депутата Народного собрания. Да, вклад депутатов Народного собрания, потому что Александр Григорьевич сказал, вот моя инициатива, вот это моя законодательная инициатива. У нас, извините, это уже 5-й созыв. 5-й созыв на 35 депутатов. Вот вам посмотрим вклад каждого депутата в развитие, утверждение, потому что они все идут в Народное собрание для совершенствования законодательства. Виталий Иванович, мы уже поняли. Вы говорите, не приняли закон об образовании. Так и правильно. И там не только господин Константин, я не согласен с тезисом Леонида Федоровича. Там как минимум 35 депутатов. Где обращение... Все виноваты. Да, то есть в этом случае давайте будем давать оценку вклада каждого. Ну Когда мы давайте, начнем только это будут делать избиратели. Почему? Потому что избиратели, избирая депутатов, я не знаю, примаров, Башкана, вот это должны делать избиратели. Наша задача сегодня поговорить о том, что за 20 лет удалось, не удалось, и какие должны быть приняты решения для того, чтобы, я не знаю, оздоровить ситуацию правильного направления жизни автономии. У меня такой вопрос. Вот Михаил сказал о том, что когда выборы проходят, почему-то всегда к этой мысли вы свели, что всегда геополитический уклон есть на Последний выборах. вид избирательной кампании Башкана так и было. по большому Вот счету. у меня такой вопрос. Это в мире сейчас, не только у нас. Ну, Это в мире Мировая тенденция, не только... конечно. Надо успокоиться на этом. Это- И Ну а что Вы знаете, парламентские выборы ноября прошлого года ничем Секундочку, Вы давайте я смотреть на позволю тарелку, себе, англичанам секундочку, удовольствие. позволю себе говорить только об автономии, которая, опять же, получив статус автономии, мы взяли на себя обязательство думать только о том, как внутри вот этого организма жизнь была бы хорошей, слаженной, комфортной для всех и каждого. Никогда не выберут тебя, если так будут мыслить. То есть нужно обязательно геополитического Обязательно. прекраса для Да. того, чтобы заиметь Если какой-то ты эффект идешь на выборной на кампании. высшую должность, без этого невозможно выиграть выборы. Без этого невозможно. Тогда у меня следующий вопрос. Конкурентоспособность Гагаузии. Мифы? У Гагауза Или реальность? потенциал очень большой потенциал. Ну, чем? может быть генетически так, что... ну, В чем? Вот только что мы говорим о Активность, законодательстве активность. нашем и говорим, что особо похвастаться нечем. но Мы как бы... сдерживай. Давайте. Да, получается, мы перебивать можем друг друга Пожалуйста. по правилам, но каждому сказать тоже надо дать возможность. Пожалуйста. Александр Григорьевич Получается, очень воспитанный человек, он не любит примеры. Правый фланг, понимаете? получается, Он же осмелился. забирает инициативу. Значит, я, возвращаясь к вашему вопросу, он истекает из предыдущего вопроса. Я уверен, что те, кто создали Гагаузию, мы очень рады, что один из этих людей здесь присутствует, они сделали большое дело. И на самом деле нам комфортно жить. И площадка для развития Гагаузии, например, по сравнению с Кантемиром, с Кагулом, с Мятежным, намного лучше была изначально. Но мне кажется, что некоторые из нас заигрались вот в эту автономию, занялись немножко политиканством, немножко забыли, что есть экономика. И разве только республика виновата? Во многих вещах она виновата. Например, в том, что мы... Вот есть 6 регионов развития. Гагаузия сейчас одни из самых низких показателей экономические, социально-экономические показатели. У нас одни из самых низких показателей по средней заработной плате в республике. У нас одни из самых низких показателей по качеству дорожной инфраструктуры. А почему, можете сказать? Безусловно, здесь есть и вина республики, которая искусственно не додает инвестиции в автономию. Но не только вина республики в том, что у нас нет закона об образовании, мы уже говорили, закона об здравоохранении, закона о культуре, закона о социальном обеспечении. Это кто нам мешает? То есть мне кажется, что за более 20 лет не все занимались работой, не все занимались тем, для чего их люди выбрали или Спасибо. назначили. Леонид Федорович, скажите, насколько нам мешает Кишинев? Кишинев, Да. если бы он хотя бы придерживался принципов европейских комиссаров о децентрализации власти. И субсидиарности. Хотя бы, и о чем они говорят, 6 лет говорят только об этом, где их реальная децентрализация денег, где децентрализация полномочий,
децентрализация назначения определенных чиновников нету. То есть говорить халва, это не значит, что во рту должно Во рту быть будет сладко. вкусно. Очень много разных страшилок мы слышим во время предвыборных кампаний, когда вот геополитический фактор является главным. И одна из таких страшилок, она непрестанно появляется в Гагаузии, особенно тогда, когда выборы начинаются. Объединение с Румынией. Я вот хочу спросить у вас, гагаузской автономии румыны мешают? Сейчас? Есть опасность? В чем опасность гагаузской автономии? Со стороны Румынии. Со стороны Румынии как таковой, румын. Ну, потому что, ну, вот такая страшилка есть в нашей автономии, мы с вами знаем. С этой страшилкой мы добились автономии, я вам скажу. Это все начиналось Просто с этой добились, дальше страшилки. что? Да, вы добились автономии, добились того, что университет появился, страшилка была, сработала, по крайней мере, сработала. Эффективно было, да? Сейчас что? Да. Для чего Более того, используется? проходит 20 лет, и вдруг мы из разговора с негром, приезжал в университет, вдруг я узнаю от него лично, что если вы, гагаузы, тогда бы не провозгласились бы, тогда бы, и потом после вас приднестровцы бы, не отделились бы от Молдовы, я уже был готов подписать, там уже были тайные переговоры, уже готов был подписать об объединении с Румынией. Но слава Богу, говорит, что вы это сделали, и мы теперь независимы. То есть страшилка была реальная. Нет, тогда, сегодня. Сегодня я спрашиваю. Сегодня, смотрите, мы же не знаем многих подпольных течений в политике, там, большой политике, да? Мы интуитивно услышали, что говорит Траян Басеско, услышали, что говорит Анна Гуца. Мы же слышим, мы же живые люди, мы же должны на эти датчики же, мы же должны как-то на эти датчики работать. Вы что, представляете себе, делается марш объединения, предлагается законодательная инициатива, Мы проводим референдум. Конституционный суд вносится, изменяется. Вы хотите, чтобы мы вообще не были живым организмом, не реагировали? Вы Нет, этого хотите? провели референдум. Нет, ну это была реакция. Это была реакция? И сейчас эта реакция Хорошо. продолжается. Давайте рассуждать как бы так. Ваш смотреть. ответ. То есть они нас провоцируют, мы, соответственно, отвечаем. Винферч, но мой обществе- вопрос был в другом. Страшно это? В чем, Не, в чем ну если опасность? они считают, что это В чем приятно опасность? В объединение. чем опасность? Опасность для нас. Есть для нас? А если вообще будет, фактически Ну будет вот объединение. Нет, вообще Насколько- есть или нет этого? Сразу Существует говорю, эта опасность, опасность сразу или говорю. нет? Потому что заявление Смотрите, Траяна сразу Басеско, говорю. Анны Гуцу это еще не... Это страшно. Знаете, в чем страшно? Отделиться от одной империи советской и присоединиться к другой соседней и потерять свою независимость. Маленькая это Молдове, она последний раз независимая была, наверное, только при Штефане Челмаре. Только тогда. Проходит 600 лет, проходит, и мы добровольно хотим потерять независимость, чтобы объединиться с цивилизацией. Это страшно. Никто не Зачем? хочет. Ваш Никто не ответ, хочет. пожалуйста. Мой ответ таков. Есть несколько факторов, которые сегодня не дают возможности объединиться с Румынией. При нынешней... Какие? Во-первых, эти решения не будут приниматься на уровне Молдовы и Румынии. Эти решения должны быть согласованы с геополитическими игроками. В данном случае Россия, Европейский Yes. Союз, США. Россия и другие игроки никогда не дадут согласия на это в нынешней Ну ситуации. как сказать? Второе. Косово. Выборы должны быть, безусловно, должны быть проведены плебисциты в обеих странах, в Молдове и в Румынии. В Молдове сегодня нет условий. Никто не проголосует за объединение. Еще один момент. Политическая элита Республики Молдова никогда не пойдет в нынешних условиях на объединение с Румынией, потому что в составе объединенного румынского государства они будут провинциальными политиками. Сегодня они являются главарями этой страны и прикрывают свой бизнес. царьками Эти же факты нам говорили 25 лет назад. 25 Точно лет, так же. нет, никто не говорит. 25 лет назад была у руля в Республике Молдова была культурная интеллигенция, которая воспиталась на духе романизма и объединения с Румынией. И тогда действительно была такая угроза. Сегодня этой угрозы нет. Сегодня не писатели у руля и не художники. Через Понятно. 20 Совершенно лет, другие люди. через 20 лет вам сообщат, что сегодня Александр была эта Григорьевич. угроза. Но вы сейчас это не Леонид знаете. Федорович, вашу позицию хотела бы узнать. В чем опасность для Гагаузии в случае объединения в том, что Гагаузия фактически, Нет, возможен ли фа- это фактически не случай? интегрирована сейчас в молдавское сообщество, и в том числе в управление государством. Если будет объединение, автономия вообще потеряет связь. Нет, возможно ли Нет, объединение? возможно ли объединение? Вопрос в этом. Я думаю, что нет, но меня тревожит другое, что всерьез обсуждается и многими простыми людьми уже поддерживается, чтобы некоторые институты власти Республики Молдова возглавили иностранцы. Вот это меня тревожит, это говорит о том, что в нашем государстве нет пророка, да, мы уже готовы, чтобы пришел человек извне и руководил нами. Вот это меня тревожит. Ну как Эта исполком. практика была везде. Как Россия исполком Гагаузии. приглашала иностранных царей.
Очень многие европейские государства приглашали иностранных, та же Румыния, та же Болгария, приглашали королей из европейских семей для того, чтобы управляли Ну, государством. не Почему прокуроров. разница? Ясна Разница, позиция. это речь не Михаил, я прокуроров. прошу прощения. Была высказана позиция ваша, Виталий Иванович, и мы должны завершать Да, уже. я Царев, хотел пожалуйста, бы не сказать, прокуроров. что на сегодняшний день реальной угрозы или действительности объединения между Молдовой и Румынией это дискуссия, это полемика, гипотеза, которая выдвигается на тех или иных площадках для дирижирования. Но в этой связи у меня, конечно, возникают и определенные опасения по какому поводу. Вот то непонимание роли и места Гагаузии в современной Молдове, оно вытекает в том числе из-за того, что сегодня в министерствах и ведомствах Республики Молдова вернулись с обучения в Румынии достаточно большое количество выпускников, которые, естественно, вернувшись после обучения в Румынии, Наши не находились там. возвращаются. Возвращаются. В Гагаузию. В Кишиневе я бываю в министерствах и видел, тот выпускник. Взять того же господина Филат, учился в румынском вузе и так далее, начиная с первых лиц, заканчивая там руководителями главков и так далее. Поэтому они сегодня во многом и не хотят вникать в проблему существования автономии в Республике Молдова. А вот этот вот нигилизм, правовой нигилизм, он может в итоге трансформироваться в что-то еще более худшее. Реальные угрозы, я не верю, что может произойти это объединение. Более того, мы всегда говорили, и гагаузы относятся к тому народу, который всегда ищет себе друзей и партнеров. Румыния соседи, наше соседнее государство, и по априори мы должны, в принципе, дружить с соседями, как это происходит с Украиной, с Россией, Турцией, Болгарией, значит, Румынией. И от того, насколько мы больше друг друга узнавали бы, да, от этого бы нам легче было бы понимать, и им легче было бы понимать наши проблемы в том числе. Потому что сегодня, оценивая роль и место гагаузов там 200 лет назад, да, мы понимаем, что на территории нынешней региона Тульча-Констанца проживало достаточно большой процент гагаузов. Да. Сегодня они ассимилировались. Но это период Чаушеску, период, значит, опять же, такого имперского подхода, значит, только румынский и так далее. Это не только была судьба гагаузов, но и татар, которые там проживали, рядом соседствовали. Такая же почти судьба почти была и в Болгарии, но Тодор Живков не довел до конца вот этот вот период болгаризации. Но опасность такая существует. Вы о ней сказали, да. Я хотел бы вот согласиться частично с господином Добровым в том, что да, мы не должны терять бдительность. Но это не должно становиться основной темой политической дискуссии. Когда это становится основной темой, системная страшилка, это проблема. Потому что есть куча других проблем, которые мы должны обсуждать. Которые нужно решать для социального благополучия. В том числе экономику. Я об этом хотел сказать. Экономика, создание рабочих мест, здравоохранение. Для того, чтобы не потерять бдительность и быть начеку, да, согласен. Но это не должно быть основной темой. Поэтому здесь один такой человек, который бдительность не должен. Пускай только Добров об этом говорит, а остальные пускай об этом говорят. Простой пример. Сказали об экономике. Нам нужно завершать сейчас передачу. Один момент. Сегодня, это как раз в контексте взаимоотношений с Румынией. В 2012 году были внесены поправки в законодательство Румынии. Сегодня мы пока обсуждаем страшилки Румынии и так далее. Молдавские населенные пункты от побратимских связей с населенными пунктами Румынии получают выгоды в связи с этим изменением законодательства. Там финансовый ордонанс. В силу наличия договоров о побратимстве между двумя населенными пунктами, правительство Румынии выделяет из расчета 1,5 евро на одного жителя молдавского населенного пункта. Извините, сегодня, если взять простой пример, в Камрате 26 тысяч, 1,5 евро это 39 тысяч евро. Перевести... Ясно. У меня вопрос. Перевести референдум провели, почему это почти миллион лей. Выплачивает такие деньги? Референдум провели, почему Россия не... Потому вот что, видите, хорошая какая потому поддержка, что говорит Виталий Россия Иванович. другой стратегический партнер, понимаете? Россия нас не хочет, но не раздаются страшилки, давайте присоединимся точно так же к России, как присоединяемся к Румынии. То есть это немножко отдаленный партнер, поэтому этот вопрос как бы не ко мне. Почему Россия, посольство России, пожалуйста, этот вопрос.
Нет, но результаты референдума же Но достаточно я с посольством внушительные. России или с президентом России пока не держу никаких связей. Мы провели, изъявили желание, доказали верность восточному вектору. Леонид Федорович. А почему они до сих пор молчат, это вопросы к ним. Вы не хотите Леонид сыграть Федорович. роль посредников сейчас в назревающем конфликте между Турцией и Россией? Запросто. И не только я. Вся Гагаузия имеет возможность именно локализовать имеет возможность. Не, Но локализовать на Гагаузии И должна не надо. это сделать. не Тихо. локализовать начинающийся конфликт. Леонид Федорович, спасибо большое. Надо завершать передачу. Есть несколько вопросов, к которым не приступили, в том числе культура, о которой я очень хотела поговорить, но уже времени в этой передаче для этого нет. К культуры. сожалению, 2 театра без культуры, да, а я говорю так. По вот, остаточным принципам. 2 театра без театра в Гагаузии. Вот это все, что сделали за 20 лет. 2 театра без Без театра. театра. Супер. Приглашу вас в другую передачу Супер. с таким названием. Будем обсуждать и тему культурного развития в автономии. Хочу завершить передачу, задав вопрос и попросив ваших ответов. А вот на какую мысль. Скажите, чем срочно нужно заняться в гагаузской автономии для того, чтобы еще 10 или 20 лет спустя сказать достаточно оптимистично, что автономия смогла это преодолеть? Вот что нам надо преодолеть? Первое. Пожалуйста. У нас ежегодно катастрофически мы теряем наших выпускников. Если в прошлом году 330 человек, в этом году намечается выпуск, то есть сдача экзамена на бакалавра где-то 280. А 3 года назад у нас было 700 выпускников. Если таким же темпом будет двигаться, то через 5 лет не надо отменять автономию, не надо оставлять без денег. Автономии не будет, молодежь уезжает катастрофически. Кто виновен, это уже другой вопрос. То есть, если сейчас руководители автономии, депутаты Народного собрания не найдут выход, какой-нибудь выход, чтобы наша молодежь оставалась здесь, училась здесь, не уезжала в Россию, не уезжала в Турцию, именно здесь. Маленький нюанс. У нас детских садиков не хватает места для детей в детских садиках. Почему после 9 класса у нас все лицейские классы пустые? Из-за чего? Из-за Ясно, проблема ясна. проблема видеонаблюдения раз и эмиграции родителей, которые забирают с собой детей. Если этот вопрос не поставить сегодня на повестку дня номер 1, мы просто естественным путем потеряем и автономию, и Башкана, и всех депутатов. Вы что скажете, Виталий Иванович? Ну, я думаю, что здесь вот эта создана комиссия, которая опять в очередной раз, в прошлом году были надежды, но тогда я сразу высказал, что нет, это безрезультатная будет комиссия. Все-таки надеюсь, что эта комиссия даст возможность приблизиться к вопросу разграничения полномочий. У нас все беды только из-за того, что если в Гагаузии даже что-то и начинают делать, то сразу идет дамоклов меч со стороны органов власти Молдовы, и это режется. Простой пример, 2 года назад был закон об азартных играх на территории Гагаузии, закон, который оспорили в суде и отменили. Сегодня уже местные органы власти идут по этому пути и сами принимают решения. Но сам факт, значит, получается, что у нас не разграничены полномочия, и в итоге мы не можем четко сказать, вот это полномочия исключительные наши, это смешанный. Раз смешанный, значит, мы должны совместно финансировать, потому что любые полномочия увязаны с финансовым наполнением. И это исключительные полномочия центра, и мы туда, извините, не лезем. Вот. И, конечно, сегодня запущен маховик проведения референдума этой платформой «Да», об уменьшении количества, в том числе, депутатов. Вот в этой связи нам необходимо добиться, чтобы все-таки квота Гагаузии была обеспечена в парламенте, представительство Гагаузии, и чтобы эти депутаты все-таки представляли именно регион, а не политические партии. И нам нужно научиться все-таки анализировать, и насколько тот лицо, которое находилось на должности, принесло вклад в становление хотя бы маленького вопроса за вот тот период, пока оно находилось. Спасибо. Ваша точка зрения, Михаил? Мы должны четко для себя понять, как общество, да, как сообщество проживающих в мире, что мы хотим, чего мы хотим добиться, какого наше видение как региона лет через 20, 30, 40 и так далее. Ни одна, то есть эту роль в обществе, как правило, играет определенный институт, как правило, политический институт. Ни одна автономия, территориальная автономия, еще раз повторюсь, немыслима без региональных или территориальных политических партий. Сегодня в Гагаузии нету политической партии, которая аккумулировала бы волю гагаузского народа в вопросах, связанных с развитием Гагаузии.
Этого нет. Есть отдельные личности: Леонид Добров, Виталий Киркчук, Александр Тарнавский, Михаил Сиркилев, которые имеют определенное видение, да, но они не институционализируются. А институционализироваться они могут только в рамках политических партий. Попытка создать политические партии, де-факто политические партии были. Была. Это Единая Гагаузия и Новая Гагаузия были де-факто политическими партиями, не де-юре. В первых выборах Мы народного не собрания. обсуждаем, уже Но- мы завершаем. Да, мы должны там добиться же того, русская чтобы были народная созданы, была возможность создать региональные политические партии и нормальные устойчивые источники финансирования этих политических партий, для того, чтобы они не были зависимы от олигархов и каких-то групп интересов, как это происходит сегодня в центре. И мы это видим, как это работает. Это не приносит счастья никому, ни Молдове вообще и ни Гагаузии. Спасибо. Александр Григорьевич. Значит, первое, для власти пожелание, да, вот для будущей власти. Ну, Вот, что нужно то, сделать нужно для сделать. того, чтобы... Значит, вот сейчас какая-то удивительно парадоксальная ситуация для Гагаузии, когда она всем интересна. Вот очень важно, чтобы власти на местном уровне, я имею в виду исполком Народное собрание, сохраняли стабильность в своих отношениях и не выносили ссоры из избы, чтобы были конструктивные отношения с центром и развивались отношения с регионами, с постоянными внешними партнерами. Для населения я бы пожелал быть более избирательными при выборах, извините за тавтологию. То есть выбирать людей не просто по лозунгам, а все-таки анализировать, кто этот человек и что он сделал до этого. А для себя лично мне бы очень хотелось, чтобы за вот этот срок, что остался, добиться все-таки, чтобы Гагаузия получала вот эту долю софинансирования из капитальных инвестиций с Республики Молдова. То есть та законодательная инициатива, которую мы проявили, нашла свое логическое завершение через ту комиссию совместную, в которой мы будем работать. Вот такой маленький. Спасибо большое. Я искренне благодарю вас за участие в этой дискуссии. Конечно, много вопросов еще по этой теме следует обсудить, и, возможно, мы еще в этой студии встретимся и с другими гостями и попробуем обсудить. Я благодарю Леонид Добров, был сегодня гостем программы, общественный деятель Гагаузии, экс-начальник управления экономики Гагаузии Виталий Киркчук, Михаил Сиркиле, руководитель НПО «Пилигрим Дема», и Александр Тарнавский, заместитель председателя Народного собрания Гагаузии. Freedom Life обсуждает всегда самые насущные вопросы. Мы сегодня говорили о гагаузской автономии 20 лет спустя. Много еще предстоит сделать, но об этом нужно говорить. Дискуссионная площадка – это информационный портал Гагаузмедиа.